Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. С вещами в грязь власти Санкт-Петербурга выгнали на улицу родственников Умарали Назарова. Таджики-террористы или торговцы оружием? У безработных граждан Таджикистана нашли шашку тротила. В Бишкеке известному мусульманскому теологу порезали лицо. Подозрение падает на фанатиков-радикалов. В России начались аресты членов партии Исламского Возрождения, которых обвиняют в сочувствии мятежу генерала Назарзада. 1,5 года депутату, 3 главе аппарата президента. В Кыргызстане огласили приговор в деле о взятке на $100 000. Будет ли андижан по-таджикски или зачем Таджикистан все крепче глушит любую связь? В России по запросу Узбекистана арестован правозащитник, который критиковал работу узбекского посольства. В Москве силами ФСБ и МВД задержано 2 неработающих граждан Таджикистана. У мигрантов обнаружены 3 пистолета Макарова, 50 патронов к нему и около 200 грамм взрывчатки тротила. Задержание подозреваемых проходило под прицелом камер. Стремительный бросок ОМОНа для задержания потенциальных террористов был заснят на камеру. По данным МВД, у безработных мужчин оперативники обнаружили и изъяли 3 пистолета Макарова и около 50 патронов. Во время осмотра автомобиля, принадлежащего одному из задержанных, было обнаружено более 170 грамм тротила. Позднее выяснилось, что это была операция силовых структур по поимке торговцев оружия в Ленинском районе Подмосковья. Захват произошел после того, как сотрудники под прикрытием передали торговцам оружия деньги. Ворвавшийся спецназ положил лицами в пол всех посетителей кафе и непосредственных участников сделки. Уже после в машине одного из арестованных обнаружили остатки тротиловой шашки. Похоже на тротил. Все изъятое направлено на экспертизу. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Речь о терроризме пока не идет. По распоряжению властей Санкт-Петербурга отец и бабушка умершего таджикского младенца Умарали Назарова выселены из той квартиры, откуда 1,5 месяца назад незаконно изъяли ребенка. Официальные лица потребовали в кратчайшие сроки освободить арендуемую квартиру, так как она якобы вовсе не предназначена для жилья. Семья Назаровых снимает квартиру на 1-м этаже жилого дома на протяжении уже долгого времени. Каждый месяц таджикские мигранты исправно платили по 25 000 рублей, это сейчас примерно $400. Все это время ни у кого из официальных органов не возникало вопросов, почему мигранты живут в якобы нежилом помещении и как они сделали там регистрацию, если арендуемый ими фонд нежилой. По свидетельству Назаровых, некие уполномоченные лица в гражданской одежде пришли ближе к вечеру и дали всего несколько часов на выселение. Документов на выселение или хотя бы удостоверение личностей они не представили. С ними был участковый района, который оставался до тех пор, пока все вещи не погрузили на срочно вызванный грузовик. Власти настолько сильно хотели выселения нежелательной семьи, что присланные силовики даже сами выносили и бросали на улицу мебель и вещи. Среди брошенного в грязь оказалась и детская кроватка, в которой когда-то спал Умарали. О том, как и почему выселили семью Назаровых с жилплощади, мы поговорили с адвокатом семьи Ольгой Цейтлиной. Ничего хорошего не происходит. Вчера их выселили, следствие тормозится, потерпевшие запуганные, консульство ничего фактически не делает. Вот все, что я могу сказать. Это правомерно, потому что у них нет разрешения на проживание там, понимаете? У них нет, это не, как бы по документам это не жилое помещение. По информации Азади, мигрантская семья во время выселения пыталась дозвониться до консульства Таджикистана и таджикской диаспоры, но все телефоны оказались в раз отключены. Между тем, в интервью BBC мать младенца Зарина Юнусова, которую депортировали в родной Кишлак, несмотря на трагедию, уверяет, ненависти в ее сердце нет, но обида сохранится на всю жизнь, и больше она никогда в Россию не поедет. Азия Плюс сообщает, что молодая мама так и не смогла попрощаться со своим сыном. Старейшины села, в котором она живет, не разрешили. Ребенка похоронили в спешке, больше месяца он находился в морге, и его изувеченное тело молодой матери решили не показывать, она и так сильно испугана. Впрочем, и на могиле сына она не может успокоить сердце. По местным обычаям ей не показали место, где похоронен малыш. А далее коротко о других актуальных событиях в Центральной Азии.
Правительство Таджикистана утвердило поправки к Семейному кодексу, в соответствии с которыми предусматривается узаконить обязательное медицинское обследование перед вступлением в брак. Обследование будет проходить на предмет обнаружения венерических заболеваний, СПИДа, туберкулеза и гепатита. Если выяснится, что жених или невеста больны, им запретят вступать в брак до полного излечения. На туркмено-российской границе более 150 автомобилей, преимущественно ВАЗ-2107 светлых оттенков, уже более полугода стоят в нейтральной зоне. Пока туркменские перегонщики приобретали «Жигули», в стране вслед за ограничением на ввоз темных автомобилей появился запрет на ввоз легковушек без подушек безопасности. Водители узнали об этом только по прибытию на туркменский КПП. Новый год казахстанцы будут праздновать 4 дня. В следующем году праздничные дни 1 и 2 января выпадают на пятницу с субботу. Соответственно, днем отдыха будет считаться 4 января, понедельник. Кроме того, 1 декабря Казахстан также отдыхает, так как встречает День первого президента. В Бишкеке началось ежегодное 7-суточное сказывание киргизского героического эпоса «Манас» в исполнении современных монасчи Кыргызстана. В сказывании участвуют 12 монасчи, самому младшему из них 10 лет. Сегодня в Бишкеке должна была состояться крупная пресс-конференция на тему, что должно и чего не должно делать государство в борьбе с терроризмом. Однако накануне этого на ее главного организатора, известного мусульманского теолога Кадыра Маликова, совершено нападение. Неизвестные ножом порезали улему лицо. Первое подозрение пало на фанатиков-радикалов. Милиция разыскивает нападавших, объявлен план перехват. У теолога глубокие ножевые ранения в области шеи и лица. Ему сделали экстренную операцию, сейчас он находится в реанимации. В данное время состояние Кадыра Маликова оценивается как средней тяжести, но стабильное. Больной находится в реанимационном отделении. До сих пор, да? До сих пор, да. Он поступил вчера в 19:50 на попутной машине, родственниками доставлен. И выставлен диагноз резаная рана лица, множественная колото-резаная рана лица, локтевого отростка, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. А сколько швов наложили там? Швов мы не считали, мы туда косметические швы накладывали. Но длина раны где-то 15 сантиметров в длину и ширина около. Первое подозрение пало на фанатиков-радикалистов или членов группировки ИГИЛ, деятельность которых Кадыр Маликов постоянно осуждал. Местные СМИ изначально сообщили, что теолог убегал от нападавших с криками, что его хочет убить ИГИЛ. Правоохранительные органы квалифицируют нападение как бытовой инцидент. По данным милиции, выйдя из магазина, эксперт увидел, что выезд его автомашины преградил автомобиль марки BMW. Маликов подошел к машине и попросил сидящих в ней убрать авто и дать его машине выехать, но получил отказ. Через некоторое время он повторно обратился к водителю и пассажирам BMW, после чего между ними разразилась ссора. По данным Вести KG, во второй раз теолог начал разговор в грубой форме. Слово за слово Маликов вытащил газово-травматический пистолет, тех, что были в машине, электрошокер. В итоге все окончилось дракой, в которой у Маликова были нанесены ножевые ранения. МВД сообщило, что автомобиль BMW уже найден, установлены личности владельцев, но они скрываются. Однако родственники улемы не верят в случайное нападение. Мать Маликова рассказала, что сын постоянно получает угрозы. Коллеги теолога говорят о существовании реальной угрозы жизни людей, подвергающих критике религиозный радикализм. Кадыр Маликов возглавляет аналитический центр «Религия, право и политика». Он известен своей жесткой позицией в отношении радикалов и террористов, поддерживал позиции России в борьбе с приверженцами религиозного экстремизма. Личное мнение, я сторонник жесткого решения именно по этим вопросам, по актам насилия над детьми, убийств, педофилии, сексуального насилия. В том плане, что не просто введение смертной казни, а именно я сторонник раджма, да, по шариату. То есть побитие камнями насмерть. При доказательстве, при условии, что если суд. То это просто моя вера, да? Просто я просто говорю о том, что те инструменты, которые заложены в шариате, они милосердные очень, да? Но в отношении, например, вот где-то убийств, изувергов, да, и так далее, что в нашей ситуации, конечно, введение смертной казни в реалиях в наших невозможно. Сам Кадыр Маликов заявил, что его пытались устранить по заказу исламского государства. Слова из реанимации приводит Акипресс. Нападавших было двое, и один из них кричал «Аллаху Акбар», «Муртад». Я отвечал то же самое, начал кричать «Аллаху Акбар».
и ввел их в небольшое недоразумение. Они продолжали наносить удары ножом и старались запихнуть меня на заднее сиденье своей машины. Я сумел выскочить из машины и, истекая кровью, просил помощи у проезжающих машин. В России арестован первый подозреваемый в причастности к участию в мятеже, организованном бывшим замминистра обороны Таджикистана генералом Абдухалимом Назарзада. Это информация ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Арестованный разыскивался также органами нацбезопасности Таджикистана по подозрению в терроризме, организации преступного сообщества и убийстве. В операции по задержанию в Челябинской области участвовали сотрудники ФСБ, полиции и прокуратуры. В итоге арестован 34-летний мужчина, у которого изъята литература, которая исследуется на предмет содержания экстремистских материалов. По данным источников, подозреваемый может быть связан с партией Исламского возрождения Таджикистана, когда-то парламентская, ныне объявленная экстремистской и запрещенной. Именно ее членов массово обвиняют в связях с Назарзада. Также источники связывают данный арест с визитом в Россию главы МВД Таджикистана Рамазона Рахимзада, который встретился на заседании Объединенной коллегии МВД России и Таджикистана с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Практически вся повестка заседания была посвящена борьбе с терроризмом. Нас поразило шок известий об организации чудовищного террористического акта, вызвавшего катастрофу российского лайнера. Мы выражаем искреннее соболезнование российскому народу, родным и близким погибших и скорбим вместе с вами. Подобные кровавые акты еще раз свидетельствуют о том, что для террористов нет ничего святого. Трагические события во Франции, не снижающаяся активность террористов на Ближнем и Среднем Востоке диктуют необходимость консолидации наших действий в этом направлении. В первую очередь речь идет о недопущении вербовки новых боевиков для переправки в зоны вооруженных конфликтов, а также пресечении попыток их проникновения в наши страны под видом беженцев. МВД Таджикистана передает России списки разыскиваемых преступников, которые могут попытаться проникнуть в Россию для подрывной деятельности. Между тем, правозащитники не раз указывали, что террористами и экстремистами в Таджикистане считаются и противники нынешнего режима, члены оппозиционных партий и движений. Население все более недовольно политикой, проводимой Эмомали Рахмоном, при которой курс национальной валюты стремительно падает, а зарплаты девальвируются. Один из поводов для резкого недовольства населения Таджикистана – это стремительно сокращающиеся переводы трудовых мигрантов из России. Кроме того, около 400 тысяч человек стали так называемыми запретниками, невыездными гражданами, попавшими в черный список ФМС. Только малая их часть сумела найти работу на родине, большая же присоединилась к армии безработных. Насколько велика вероятность социального взрыва, массовых демонстраций, пикетов и акций неповиновения в Таджикистане? Что будут делать власти в случае такого развития событий? Мнение эксперта по региону. Я думаю, что, конечно, Таджикистан в разные периоды с различными скоростями движется к очень серьезным переменам. Я не исключаю, что на самом деле в следующем году, весной или летом следующего года, возможно, какие-то серьезные события в Республике Таджикистан. Это будет связано, на мой взгляд, не только с ухудшением, резким возможным ухудшением социально-экономической ситуации и, соответственно, с ростом безработицы, с просто элементарными проблемами выживания людей. Но это будет связано еще и с проблемами безопасности, с активностью экстремистского подполья и так далее. Поэтому я думаю, что с активностями настоящих террористических групп, а не террористов, которыми сегодня команда Эмомали Рахмона пугает общественное мнение в республике. Очевидно, что власти все-таки готовятся встретить массовые демонстрации населения в штыки. На днях в республике был принят законопроект о внесудебной блокировке мобильной связи и интернета в районах, где проводятся спецоперации силовиков. Ранее органы связи были вынуждены объяснять ограничения якобы техническими неполадками. Теперь им и такого объяснения не требуется. Сейчас же парламент рассматривает законопроект и о лицензировании провайдеров спутниковой связи, разрешение которым будет давать не служба связи, а органы госбезопасности. Связаны ли эти тотальные ограничения всех видов связи в случае чрезвычайных ситуаций с ожиданием властями народных выступлений? Возможно ли в условиях Таджикистана повторение андижанских событий, когда после расстрела людей Узбекистан на долгое время лишился связи с внешним миром? Интервью эксперта по региону. Эмомали Рахмон, его команда уже на протяжении всего этого года, всего 2015 года, начиная с выборов в парламент, которые состоялись в начале 2015 года, она планомерно готовится к введению чрезвычайного положения в республике.
Будет ли это продиктовано социальными беспорядками, связанными с безработицей или с ухудшением уровня жизни, и это будет продиктовано террористической угрозой и так далее. Это, честно говоря, уже не важно. Важно то, что вот этими своими действиями Рахмон фактически подтверждает, что республика движется в направлении катастрофического сценария развития ситуации. И в соответствии с этим там команда действующего президента отрабатывает технологии, приемы, создает нормативную базу для фактически введения чрезвычайного положения в Таджикистане. В Санкт-Петербурге по экстрадиционному запросу Узбекистана арестован правозащитник Максут Абдужапоров. Ташкент обвиняет его ни много ни мало в торговле людьми. Правозащитники считают, что гнев Узбекистана вызван критикой деятельности его посольства. Причем травля Абдужапорова идет уже давно. Один раз его уже выкрадывали из России, после чего он обнаруживался в ташкентском СИЗО. По информации Ферганы, председатель Межрегионального центра образования мигрантов Максут Абдужабаров в прошлом году бесследно исчез из северной столицы России. Затем его обнаружили помещенным в СИЗО службы нацбезопасности Узбекистана. Однако через 2 месяца правозащитник был отпущен и смог снова вернуться в Петербург. Теперь же его по запросу Узбекистана обвинили в работорговле, причем подозрение строится на основании доноса одного человека, который, как сам признается, ни разу Абдужапорова и не видел. Но известно, что правозащитник опубликовал открытое письмо на имя Ислама Каримова, в котором обрушил критику на бездействие посольства и многочисленные поборы дипломатов. Позднее посол был снят, но затаил обиду на правозащитника. Его преследование именно заключается в этом письме. Только в этом письме, потому что как только письмо он это распространил, к нему стали выходить разные люди разных уровней и с разным уровнем доброжелательности, да, и стали говорить, зачем ты это сделал, ты понимаешь последствия, все, теперь тебе не жить, там грозили разными санкциями. Он относился к этому очень легкомысленно, говорил, ну что, у меня тут бизнеса нет, мне бояться не за что. Ну, как бы человеку в голову не приходило, что будет решаться вопрос о свободе и, вообще пребывание на территории России и благополучие его родственников в Узбекистане. Вот. А его, конечно, сразу стали это письмо связывать с тем, с возможными последствиями. Вот и последствия наступили. В Кыргызстане вынесли приговор 2 высокопоставленным чиновникам, которые, как это уже доказано судом, потребовали за освобождение из-под суда другого чиновника $100 000. Однако суд не согласился, что это была взятка, так как по этой статье сроки значительно выше, и переквалифицировал обвинение в мошенничество. На скамье подсудимых оказался депутат парламента республики Хаджимурат Каркмазов, который сам долгое время был главой депутатского комитета по правопорядку и борьбе с коррупцией. По образованию зоотехник Каркмазов стал генерал-майором милиции и с высокого звания перешел в депутаты. Пару ему составил уже бывший руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев, бывший ранее министром юстиции. Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской республики суд приговорил Нарымбаева Данияра Ильича и Каркмазова Хаджимурата Зулкарнаевича признать виновными в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 166 Уголовного кодекса Кыргызской республики, и назначить Нарымбаеву Данияру Ильичу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Назначить Каркмазову Хаджимурату Зулкарнаевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Нарымбаев был задержан в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве $100 000 у родственников находящегося под следствием экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. В обмен на вознаграждение осужденный обещал добиться для бывшего градоначальника положительного судебного решения. За несколько дней до ареста Нарымбаева при получении крупной суммы от родственников бывшего мэра с поличным был задержан Каркмазов, который заявил, что данные средства он получил для последующих передачи руководителю президентского аппарата. Примечательно, что 4-й пункт 166 статьи Уголовного кодекса Кыргызстана подразумевает наказание на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Изначально гособвинение просило для обоих по 12 лет тюрьмы согласно статье «Коррупция», но суд переквалифицировал обвинение в мошенничество. Какие же смягчающие обстоятельства позволили чиновникам избежать 10-летних сроков в тюрьме? Почему статья была переквалифицирована? И как так вышло, что генерал-майор милиции и бывший министр юстиции, которые должны сами бороться с преступлениями, теперь стали мошенниками и коррупционерами?
Интервью юриста и правозащитника из Бишкека Нурбека Тактакунова. С точки зрения права, вообще вина Нарамбаева вообще не доказана. Потому что поймали Каркмазова полично, и все на основании обвинения Нарамбаева основано только на показаниях Каркмазова, потому что других наши активисты вели мониторинг, других каких-то доказательств нету прямых. И многие инициативы, ходатайства, обращения защиты по вопросу изыскания других подтверждающих доказательств, данные записи видеокамер, данные журнала регистрации, то есть когда люди говорят, что я ходила туда, я заходила к тому, они везде так или иначе в таком режимном объекте оставляют следы. Даже эти ходатайства судом было отказано в удовлетворении, потому что тогда дело, наверное, совсем развалилось. Поэтому с точки зрения права его вина не доказана. И здесь Нарамбаев столкнулся с той системой, в создании которой он участвовал сам. Он сам лично участвовал в создании этой системы, где просто по показаниям одного человека можно засадить кого угодно. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.